Так, друзья, на одном месте мне не рыбачится. Григорича оставил на том озере. Сам вот приехал на озеро. Надеюсь, это то озеро. Ну, приехал по навигатору. Но зимой я здесь никогда раньше не был. Здесь я был только осенью. И последний раз это был 2004 год. Это 17 лет назад. В общем, здесь живет, по идее, должен обитать окунь. Он черный полностью. Если это то озеро. Зимой вообще все по-другому. Тем более давно уже не был. Кое-как пробился по лесу, по болотам. Нас немного держит пока еще. В общем, попробую половить. Лунку воду нашел, лунку просверлил. В общем, сделаю десяток лунок. Буду пробовать на блесну. Ну, что получится, то получится. Покажу вам потом. Если будет обалденный клев, то съезжу за Григоричем. Созвонимся. Связь здесь есть. Ну, а нет, так вернемся обратно. Главное, я сюда доехал. Все была мечта приехать сюда зимой на зимнюю рыбалку. Народ по весне как бы ловит. Попробую. Если что поймаю, обязательно вам покажу. Вот такие, друзья, я окуня нашел на этом новом месте. Вот такого вот карапуза достал. Черненького негритенка. Так что попробую пару лунок, если клевать будет. Далеко, конечно, но созвонюсь с Иваном Григорьевичем и, может быть, приедем сюда вместе, если там не клюет. Я вам говорю, друзья, здесь, на этом озере, первый раз я зимой. В детстве мы сюда бегали на рыбалку, на удочку. Глубокое озеро, темное, болотное. И окуни здесь черные. Бывало на лугах. Возьмем мальков и сюда дуем. Километров 7-8, наверное, от лугов. И все, хотел зимой попробовать. Опа, сошел. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Зимняя рыбалка на этом озере. И поклевки есть, и это радует. Ловлю на блесну. Михаил Пантелей, который мне отправлял. Оп! Есть поклевка. Вот этот уже покрупнее немного. Вот такие вот черные окушарики. Болотные. Ну, красивые с одной стороны, вон переливаются как синевой. Мне кажется, летом они чернее тогда были. Так что окунь здесь есть крупный. Я все удивляюсь, здесь практически, ну, очень мало народу ходит ловить. И почему, думаю, окунь не растет? Он же просто должен вырастать здесь огроменных размеров. Или оно заморное, может быть, старые окуни умирают, подыхают, или что, не знаю. Ну вот, как мы видим, размер не очень крупный. Летом вот таких даже окуней ловили бывало. Не знаю, это второй мой зимний окунь. Сейчас посмотрим, может быть, что-то крупнее клюнет. Но поклевки есть, уже хорошо. Болото здесь очень опасно. Не знаю, нас когда не будет держать, тоже, наверное, опасно будет. Лишь бы в яму, колодец никакой не провалиться. Букс утонет, хрен найдешь когда, блин. Летом идешь, здесь все плавает вот так вот. Если знаешь дорогу, тропу, пройдешь. Не знаешь, потонешь сразу. Так, все. Погодка просто супер. Солнышко, полный штиль. Благодать, да и только. Все, вот два окушка поймал, и все. Ладно. Вода, кстати, я бы не сказал, что здесь такая уж темная вода. Мне кажется, на том озере, что мы сейчас были с Григоричем, вода даже темнее. Лед вот, буришь лед, и лед темнее, желтого цвета. А здесь
Вроде светлая вода, а окуни темные. Это, видать, из-за глубины. Здесь очень глубоко. Я вот ловлю практически возле берега, и то глубина. А по центру тут вообще сети кидали, сеть вот так вот вертикально встает и... Нету? Ничего, поищем. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, друзья, было много пустых ударов на ту трехгранку. В общем, там же был карабинчик, все. Оторвал карабин, так как здесь щук нет. И поставил вот такую вот золотую блесенку, тоже от Михаила Пантелей. СС-20 или как там, я не знаю ее. Не помню уже, как она называется. Вот, короче, попробуем на это. Он на ту. Окунь все крупнее и крупнее. Вот первый вот этот, второй вот этот, третий уже вот настоящий окунь. Сейчас посмотрим. Поменяли блесенку. Убрали все карабины. И нацепил чисто на леску вот эту блесенку. Сейчас посмотрим, что она нам даст. Щук здесь нет, так что бояться нечего, что оторвут блесну. Не знаю почему. Но щук здесь нет. Нету. Поклевок нет. Ладно, лунок пробурил много, так что будем искать. Возможно, мы всех здесь поймали. Сейчас обойду все лунки. Буквально по 5 забросов, максимум 10. Найду окуня, если хорошо, поеду за Григорьевичем. Ну, нет, так тоже поеду. В принципе, я окуня уже нашел. Раз. Два. А, есть. На третий раз уже вот. Вот, ну, хороший окунь. Нормальный окунь. О, какие у него глаза. Я еще заметил. Глаза у него здесь, как у морского окуня, здоровенные. Видать, в темноте он пытается что-то разглядеть, расширяет свои глаза, и он... Особая черта этого окуня на этом озере — это огромные, просто огроменные глаза. Вон, смотрите, вон. Опа. Вон какие глаза. Ой, блин, колется. Раз. Кто-то уже тюкал. Красота. Всю жизнь мечтал здесь побывать весной, потому что рыбачить один комфорт. Можно даже пока воды нет, пока наст. По идее поставить палатку и прямо жить здесь на этом озере, привезти дрова, вон лес рядом, сушину какую-то распилить. И можно жить здесь, рыбачить. Сейчас посмотрим, если нас нет. Ну, нас отпустит. Такие солнце печет аж. Полный штиль и солнцепек. Я пока пробурился, аж весь вспотел. Печет аж. Можно загорать, раздеться. Так, была поклевочка. В общем, прошел, наверное, лунок 15. Так, вот буквально по 5-6 раз. Раз, два, три. Вот на этой лунке была поклевка. На некоторых тоже было типа поклевки. Она тюк вот один раз ударит. По блесне, видать, дотронется, и все. Окунь неактивный. Сейчас попробую еще все эти оставшиеся лунки. Оп, есть. Что-то есть. Вот такой вот негритенок. В принципе, этот взял жадно. Весь тройник проглотил. Мелкий-мелкий. Окунь здесь крупный есть.
Видать, что-то не то. Может быть, давление слишком высокое. Может, не знаю что. Но аппетита нет у рыбы, это однозначно. Он на 10-й раз, наверное, соизволил взять. Или это кто-то другой подошел. Может, просто подольше постоять надо, чтобы рыба подошла. А то я быстро прохожу поиски. Может, рыба не успевает просто подойти к лунке. А не, почему? Она же показывает, что тюк, и все, потом бывает тишина. Попробуем, у меня вроде в кане есть удочка без мотылка. Или гвоздикубик, как вы мне писали. Попробую ее потрясти. Она поменьше, поярче, может быть. Поведется кто. Пока не очень-то весело. Раз, два, три, четыре. Пятый окушок вот этот. Если клевать не будет, смысл везти сюда Григорьевича в такую даль. С таким же успехом можно и там половить. Тем более надо еще жерлицы проверить все. Может, где живца поменять надо. Живцов наловить. Сюда мы попозже вернемся. Через недельку, может быть. Если сможем проехать. Болото откроется, здесь опасно. Не зная броду, можно втюхаться так, что никогда отсюда больше не вылезешь. Друзья, мне кажется, я разгадал. Я разгадал местного окуня. Пошли поклевки, вон 3 штук уже выдернул. Оказывается, всего-то надо к блесне было подвесить окуневый глаз. Только подвесил, и сразу пошли поклевки. Вот он сейчас висит. Сразу буквально одного за одним вот 2 штук выдернул. Прямо жадно аж тук-дук-дук-дук. Батарейка садится. Вот так раз шевельнул, и он аж тук-тук-тук вот так вот. Все, включил камеру. Но с глазом веселее заклевало сразу. Друзья, посмотрите, какой интересной раскраски здесь окуни. Ладно, вот этот, да? Обычный окунь просто немного темный. Черный как бы. А вот этот, смотрите, золотая рыбка натуральная, вон. Тут вот золотом отливает. Сам он как-то зеленоватый аж. Вот такой. И глаза. Смотрите, какие здоровые глаза. На пол башки. Вот такой вот интересный окунь здесь живет. Видно, да? Вон. Вот. Нашел лунку. Вот вторая поклевка сразу. Вот этот уже более-менее. Видать, где есть, он вроде бы берет. Кто-то активный, кто-то не очень. В общем, я как понял, его как хариуса надо искать. Оп, уже вот, уже висит. Только отпустил, уже висит. Прямо на спуске взял, получается. Блесна падала, и он уже ухватился, получается. Вон. Оп. О, видали? Я даже ничего не делал. Он бац-бац-бац. Вот, вот что делает окуневый глаз. Вездесущий.
На окуневый глазик поймаю рыбы тазик. Смотрите, на 3 окуня как окуня, вот тот зеленый какой-то, блин. О, смотрите, ушел. О, поклевки, одна за одной. Вот, получается, нашел лунку. Он ничего не делаю, вон. Раз. Все, что ли. Сглазил. Янцкадан. О. Не надо хвастаться раньше времени. Янцкадан. Опа. И далее. Оп. Ну, давайте посмотрим, как. Оп. Не успел. Так, дно. Сантиметров 15-20 подняли. Раз. Не успел. Раз. Успел. Не успел. Ушел. Ну, что-то делать. Есть. Есть. Вот такой вот нормальный полосатик. У меня от глаза практически уже ничего не осталось. Ну ладно, попробуем без глаза. Колени болят. Позавчера настоялся с этими продольниками. И стул я сегодня не взял. Не взял ни стула, ни корыта. Раз. Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Я говорю вам, на этом озере рыбы должно быть очень много. Потому что здесь мало кто ходит. Труднодоступное, далекое озеро. В болотах. Так, друзья, там поймал я, получается, вот рядышком 7 штук. Поклевки прекратились. Оказывается, рыба просто заканчивается на этом месте и не ходит. Вот перешел на новое место и сразу последовала поклевка. Поймал опять зеленого окуня. Не знаю, зеленый, красный. Вот такой вот он интересный вот расцветки. Брюхо красное. Сам такой вот. Ну, в общем, интересная расцветка, конечно. Золотисто-зеленовато-красноватый, черноватый такой. Интересные расцветки, конечно, здесь окуни. Оп, 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 оп. О, красавец. Вот этот уже вот красивее, вот такой. О, смотрите. Смотрите, какой он интересный. Интересная расцветка, конечно, здесь. Так, что, блин. Надо ехать за Григорьевичем, наверное, или что, или как. Клюет там у него, не клюет.
Далеко, блин. Километров 7-8, это в одну сторону только. Туда-сюда 16, туда-сюда 16. Оп. Пока катаешься, день пройдет. Это поменьше. А сразу вместе не приехали, потому что я не знал, куда еду. Смысл, думаю, кататься, если я ничего не найду. Да и всяко по чепужнику лучше без корыта. Если что, где-то взад можно сдать. Вот. Клюет, в принципе. Вон нормальный окунь, что. И самое интересное, что они на блесну клюют. Самая моя любимая рыбалка. Вот. Это окунь на блесну, на балансир ушел. Когда вот бросаешь, так и кивок. Тюк. Вот так вот. Вот так вот. Давайте поближе посмотрим, как он клюет. Так, немножко подтянем. Ага, вот так вот смотрим. Раз. Раз. Вот. Все, он туточки. Надо позвонить Григорьевичу. Сейчас подниму повыше. Лишь бы не утащил. Батарея разряжена. Здравствуй, жопа, Новый год. О! Блин, клюевало. Лишь бы он телефон не выключил. Вас приветствует автоответчик. Выключил. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Ну вот. Что вы оставьте сообщение после звукового сигнала? Не хочу я ничего оставлять. Ладно. Надеюсь, сам догадается перезвонить. Может, батарейка села. Хотя вчера вроде бы заряжали телефон. С окуневым глазом даже настоящую берет. Раз, два, три, 4, 5, 6. Еще 7-й окунь должен быть. В каждой лунке по 7 окуней. Ну? Все, что ли? А, 7-й же сошел у меня. Все. Надо искать другую лунку. Ну-ка сходим еще туда, где до этого были. Оп, есть поклевка. Уже подошел окунь.
Мне кажется, без мотылка будет работать, если попробовать. Если он берет такую блесну, гвоздикубик или что там. Она же поменьше, аккуратней. Сейчас покидаю еще тут, там. Вот ураган мой. Достану безмотылку и попробуем. Так, друзья, не знаю почему, но безмотылка или как там его, гвоздикубик вообще не сработал. Ни впустую, ни с подсадкой окуневого глаза. Взял блесну. Как бы тоже сначала не очень, потом подсадил глазик окуневый. Вот этого мелкого как раз он будет нормальный, наверное. Он просто уже корочка, оболочка осталась от глаза. Да ёшкин кот. Блесна легкая. Жугу не пробивает. Нет-нет, да, окунь поклевывает. Пошел по второму кругу. Первый круг я прошелся быстро, без всяких подсадок, чисто на блесну. Но потом понял, что с окуневым глазом клюет лучше, и вот подсадил окуневый глаз и пошел опять по этому кругу. Вот тут лунок 30, наверное, пробурил. Где-то одного, где-то двоих так вот подергал. Вот ушел. Есть поклевки. Только мне кажется, надо его искать, все-таки чаще буриться. Но я долго здесь задерживаться не собираюсь. Вот буквально сейчас вот эти 6-7 лунок обойду еще. И поеду. А то Иван Григорьевич меня потерял уже, наверное. Узнаем, если что да как. Или там порыбачим. Или на Печору поедем сегодня, потому что нам надо выезжать. Разведка удалась. Если что, потом попозже как-нибудь сюда еще приедем, если получится. На целый день. Так, друзья. Безмотылка у нас тоже начала работать. Я уже было собрался ехать. Смотал удочку, блеснилку смотал. Подошел, а у меня тут оставлял удочку с безмотылкой, это с окуневым глазом, подсадкой. И видно, что была рыба, как бы утопила в снег аж. Удочку, пружина вот вылетела отсюда. Видно, что была рыба и сошла. Так вот, пока я делал пружину, меня раза два, наверное, ударило. В итоге я взял, попробовал, поиграл вот так, поиграл, чуть повыше поднял где-то на полметра от дна. И последовала поклевка. Вытащил окуня, потом вытащил второго. Один у меня был уже. И вот сейчас вы сами видели, был сход. Так вот, немножко потряхивая. Окуневый глаз там тоже подсажен. И все, как всегда, камеру включили и тишина. Попробуем как блесной. В общем, я понял одно. Рыбу здесь на этом озере ловить можно. Рыба здесь есть. Просто надо бурить лунки и искать. Она походу стоит, рыба не гуляет. Сколько набуришь, столько ей наловишь. Это понятно. Так что можно сюда приехать с следобуром.
и бурить, и ловить, и получать огромное удовольствие. Особенно при такой погоде. Не хочет больше. Ладно. Поехал я к Ивану. Сейчас соберем в пакетик урожая, посмотрим, сколько мы окуня выдергали. Ну, в течение часа я где-то здесь нахожусь, наверное. Пока бурился, может больше, может часа полтора. О-о-о-о-о. Вот. А удар-то был такой, как будто там окуняра был конкретный. Гвоздикубик тоже работает. Так что все хорошо. Вот, друзья, собрал, вот получился у меня такой пакет. 32 окуня. Есть поменьше, есть весьма приличные экземпляры. Вот это, допустим, нормальный окунь. Нормально. Разведка прошла успешно. Значит, здесь рыбачить можно. Значит, мы сюда еще приедем. Теперь мы дорогу знаем сюда. Сейчас поехали на всех парах к Ивану Григорьевичу. Посмотрим, чем он там занимается. Сработка, загар. Я думал, он рыбу в ведро складывает, так а он... А, половил? Вот. Ну-ка, ну-ка, два крупных. 3. А? 3. Кабана, да? Да. Остальные мелкие. А что воду сыпешь? Да, вон же мелкие есть. В этом. А, на жаль, да блин, это бы сделал, да и все. Замучился искать я это озеро. Не нашел? Нашел. И чё? Клюнул? Клюнуло. Он. Окуня. Он. Ой, ёпта, и крупные. На. Нормальное. Поехали. Туда? Ну, Сейчас. Так, время это поехали, уже. покушаем. Время тоже сейчас скажу. Так. 20. Обратный путь 25 минут. А, нет, 45 минут занял. Дорога? Да. Нихуя так далеко, что ли? Километра 8, наверное. Нихуя. Я там искал, пробивался, 2 гривки проехал, там кое-как нашел, блин. Все одинаково, везде болото. Ну, И... да, да, конечно. Что там, тем более, если не был ни разу. С этой стороны нет, никогда. Там у нас загар, кстати. А? Загар, кстати, жерлица сработана. Так что сейчас пойдем. Так что, оказывается, Иван Григорьевич здесь тоже, как Даром говорится, не сидел. не сидел, вон половил. Ну, примерно одинаково поймали по весу. Даже у тебя, наверное, больше чутка. Да, Ну, вон не, какие, поштучно больше, а по весу, наверное, Да. одинаково. какие кабанчики. Так что пойдем перекусим сейчас и будем думать, что делать. Время-то уже у нас Да, время-то летит. 12:11. Ладно.
кушать что-то охота. Время обеда. Смотри, какие там, Ваня-то, окуни. Интересные вот некоторые зеленые, аж видишь он. Ага. Зеленые, всякие разноцветные, черные. И хорошо клевало, да? На блесну? Там буриться надо. Все на блесну. Мне же я парыши не взял, Ну, ничего, ну. все на блесну. Ну съездим, если хочешь. Конечно. Я так и знал, что Иван меня потянет. Потому что я говорю, дядя Ваня это любит дело на блесну Вот окуня, это как я. ведро. Возьмем ведро это и все, и Ну. хватит. Потом, если что, под фонариком это насадим опять мороза и все. Конечно, конечно. Мы же, ну что, в эти... Да их можно и Вот не так вот, снимать. чё. заводной пипец. Ладно, пошли кушать. Можно и Я же тоже. это... Так, вот у нас сработаны жерлицы. Что мы видим? А мы видим. Размотана леска полностью. Сейчас попробуем мы эту щуку достать. Так. Дырочку больше сразу сделаем. Ага, как потом жерлицу только поставим. Это все потом будем думать. Так, возьмем на всякий случай крючок. Крючок все-таки мы нашли. Жильца поменять. В общем, все щуки, что попали, вчера 3, сегодня 2. Все попали на это, на плотву. Так что колючих окуней здесь они, видать, и так едят. А плотвичку не зря все-таки я привез ее за 100 километров. С лесу привез, дома подержал 4 дня. Здесь привез. Отработали. 10 плотвиц было. 5 щук уже поймали. Так, ну что? Видно, надеюсь, да? Попробуем. Ага, хрена лысого нету, ничего. Зря готовились. О, даже ручейник успел. Вот так вот все запутало. А, все ясно. Не выдержал поводок. Вертлюг отломался. Вот. У поводка с вертлюжка вырвало. Я представляю, каких размеров здесь была щука. Не выдержал вертлюг. Вырвал с поводком. Печалька. Вот так вот. Снасти говно. Ну откуда я знал? Поводок и поводок вон. С вертлюжка вырвало. Значит, щука была огромных размеров. Выдергивала зимой 3, 4 и 5 килограмм. Все выдерживала. На этот раз не выдержала. Печалька. Ну ничего. Поставим еще сюда что-нибудь. Вон у меня сколько еще жерлиц. Может еще попадется. Она по-любому с поводком плавает. Ой. Не повезло. Ну ладно. Значит, не наша. Уже это, видишь, самец и самка. Уже у нее писька напухла, у него уже молоко течет. Че напухло? Писька, вот, видишь, вон. Вот, Пись- все, вот икра. А вот молоко. О, видишь, самец, вон молоко. Ты все по писькам определяешь, да? Конечно, да. А у нее разбухло уже. всё. Ах ты шалунишка! Это, вот взять, выдавить сейчас, смешать. И, правда, температуру воды надо 14 градусов. Теплую, да, чтобы Ну, было? не теплая, 14. Она же не теплая.
В общем, Они не рестятся, будет 4-5 градусов. неплохой кабан, видать, попадал. И что, Чё? оборвал? Поводок вертлюг вырвал. Ну ничего себе. Он. Чё? Сколько я? 3, 4 и 5 килограмм. Видишь, вот вырвал поводок с вертлюка. Ёп, мать, нихуя. Вот, блин, кабанюра. Он поводком сейчас плотвой и бегает. А. И ничего, а у меня жерлицы здесь, да, были? Вот, да, вот они. Надо поставить туда хоть на это, на веточку, вот такую. Жерлица больше нет, поводков нет, двойников нет. Эх, блин. Да, печалька. Ну и ладно, значит не наша. Значит, Так, что у нас сегодня? так, вот Сальцо. стульчик бери, садись. Сальцо. А, да. А чё на скорую руку сделаешь? Тебе так удобно сидеть? Нет, не очень. Ну, может, вот сюда можно сесть. Вот сюда надо. Так, садись на стул. Нет, вот О, так удобно. фу, хоть сегодня первый раз сел. Конечно. Я тоже взял стул, там ходил. Блядь, думаю, ну, ёпта, бесплатно ходишь. Думаю, возьму стул, сяду на одно место, и пока не клюнь. Сел, блин, потом вот этих 3 штуки крупняка. Сначала мелочь, а потом раз, блин, крупнячок, раз крупнячок. Думаю, вот они где, блин, гады. Заныканные. А там буриться надо. Там вот, ну, 2 лунки, правда, нашел. В одной 6, в другой 7 или 8 поймал. А так пусто или одну. И возле берега главное. Здесь ведь тоже вдоль берега. Окунь тоже собирается на нерест. Они все, как только лед поломается, вода начнет, и они все по берегу, по кустам нерестятся. И щука, и окунь. Здесь-то незаметно, а вот на Коголе вода стоит, по кустам все везде, и потом бах за ночь на метр, и икра везде. Я, блин, хожу веслом, икру сбиваю. Все на кустах. Там Может, лягушачья, не? А? Не лягушачья? нет. Там ивняк. Они ходят прямо не это. Вот так это кусты. Я нашел окошко, блесну. Опустил блесну. Подержал. Тук. Иди сюда. Вот такие 50. А, ну сейчас перекусим, да, съездим, да? Мгм. Времени, правда, нету. Ну, ночью приедем. Грузиться ж не надо. А завтра домой поедем, да? Ну, завтра хуй с ним. Ну а что торопиться? Мы вольные люди, нас никто не Не, командует над нами. Да. Сами себе хозяева. хочешь езжай. Рыбу только, если не поедем посолить, надо будет.